Здравствуйте, вы смотрите программу «Итоги дня» на Якутии-24, в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Северный форум. Большое мероприятие набирает обороты, прошел ряд обсуждений на важные глобальные темы и встречи с иностранными делегатами. Снова удаленка. Школьники Якутска вновь перешли на дистанционный формат обучения. В чем отличие от прошлого года? Проблемы в Ленске. Горожане с 1 октября могут остаться без общественного транспорта. В чем причины? Что думают жители? Что предпринимают местные власти? Нацпроект «Культура». В республике начинает работу школа волонтерского наследия. Сколько записалось добровольцев, когда стартует обучение? Дневник мигранта. В Доме дружбы народов в Якутске прошла презентация второй части этого издания. Глава республики Айсен Николаев провел рабочую встречу с полномочным послом Японии в России Тоехиса Кадзуки. На встрече с журналистами господин Кадзуки отметил, что Япония и Якутия уже успешно сотрудничают в разные области. Все мы знаем о совместных проектах, например, как строительство круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» в столице. Еще один значимый проект – это ветроэнергетические установки в Тикси, запущенные в 2018 году. Вместе с тем, есть и другие проекты, которые в ближайшем будущем могут быть успешно реализованы в республике. Среди них проект в области возобновляемой энергетики. Обсуждается возможность между Японией и республикой по расширению этого проекта. И даже составить мощный проект, который может создать аммиака или водорода. Вот такой возможность есть. Об этом тоже только что я обсуждал с главой республики господином Николаевым. Я бы сказал, что сотрудничество в области зеленой энергетики – это новый горизонт сотрудничества между Японией и Россией в общем. И сейчас идет возможность сотрудничества Японии и России в этой области. В республике проходит крупное мероприятие «Северный форум». Эксперты обсудили таяние вечной мерзлоты с коллегами из Корейского морского института. В Корее нет вечной мерзлоты. Несмотря на это, корейская сторона подготовила интересные доклады о таянии льда. Помимо этого, стороны договорились о взаимодействии между Россией и Кореей. Традиционно одним из пунктов обсуждения стал вопрос транспорта, так как Корея славится своими судостроителями. Напомним, сотрудничество с Корейским институтом началось еще во время первого Северного форума в 2019 году. У них нет вечной мерзлоты в Корее, и им важно было знать наши интересы, что мы хотим узнать от них, что мы хотим сами исследовать с российской стороны, и в том числе с якутской стороны, со стороны Республики Саха-Якутия. Здесь собраны практически все корейские институты, которые занимаются проблемами Севера и Арктики. И это очень хорошо для нас, потому что мы как практически в центре событий по корейским наблюдениям на севере и в Арктике. Мы очень рады и горды тем, что они с нами сотрудничают. Также в ходе Северного форума эксперты из области науки и иностранные специалисты отмечают, что, учитывая прогнозы изменения климата и потепления к 2050 году, ущерб только существующему жилому фонду составит порядка 770 миллиардов рублей. Инфраструктурные потери исчисляются уже триллионами. Ученые сходятся во мнении, необходимо вести мониторинг и анализ многолетней мерзлоты на арктических территориях страны на государственном уровне. Наибольшее изменение температуры воздуха оно произошло в центральной Якутии и, как видим, в некоторых частях арктической зоны. Это происходит разрушение и деформация дорог, которые происходят под воздействием в том числе климатических изменений, хотя и само инженерное сооружение играет определенную роль в этих моментах. Это выпучивание магистральных газопроводов, деформации линий электропередач, деформация и разрушение зданий и сооружений. Переходим к другим темам. Что касается программы социальной газификации, запущенной президентом страны, то в Якутии под нее подпадают 4600 домов. 18 жилых домов уже газифицировано в Якутске, сообщила глава республики. Единым региональным оператором программы по Якутии выбран Сахатранснефтегаз.
На сайте компании открыт подраздел «Социальная газификация», где якутяне могут оставлять свои заявки. В программу включили 12 районов Якутии, которые имеют природный газ для использования в жилых помещениях. Кроме этого, Айсен Николаев озвучил планы по реконструкции магистрального газопровода от Кысыл-Сыра. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проект прокладки газопровода отвода к городу Удачный в Якутии. По итогам проведения экспертизы выдано положительное заключение. Сегодня теплоснабжение и горячее водоснабжение Удачного осуществляются с помощью электроэнергии. При этом действующая электросетевая инфраструктура не обеспечивает надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Для того, чтобы газ пришел в Удачный, нужно перевести котельное оборудование города и ряд объектов Алроса с электрической энергии на природный газ. Это решение позволит снизить стоимость тепловой энергии в городе и послужит социально-экономическому развитию всей его территории. Теперь к эпидобстановке. Еще 197 человек заразились коронавирусом по Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 121, сообщает оперативный штаб. Данные на ваших экранах. Что касается районов, то в Чурапчинском Улусе 8 случаев, в Вилюйском 7, в Мирнинском 6, в Татинском 5, в Алданском, Намском, Хангаласском районах по 4 заражения. Ну и еще в 20 районах зафиксировали от 1 до 3 заболевших, сообщает оперативный штаб. Школьники Якутска вновь перешли на дистанционный формат обучения. Чем отличается удаленка этого учебного года от предыдущего, выяснила наш корреспондент Надежда Саханская. Классы и коридоры общеобразовательных школ Якутска снова пусты. Дело не в осенних каникулах, а в том, что школьники снова перешли на дистанционное обучение. С обострением эпидситуации ученики Якутска вновь приветствуют удаленку. Эта удаленка отличается от предыдущей основным правилом. Теперь все предметы и дисциплины преподаются через платформу Zoom. Представителей царства грибов, которые мы сегодня с вами, к изучению которых мы сегодня с вами приступили. Отсутствие прямого контакта не помеха для обучения. Педагоги создают специальные группы для домашних заданий и преподают уже в привычной в последнее время форме. А чтобы дети чувствовали себя как в школе, учителя ведут трансляцию уроков прямо из класса. Хотя у такого формата обучения есть свои недостатки. Недостаток технических средств для обучения детей на дому. В нашей школе, например, в 10-й, которая расположена в рабочем городке города Якутска, проживает очень много многодетных, малоимущих семей. То есть вот представьте себе, да, в семье 4 детей обучаются в школе, то есть обеспечить всех техническими средствами обучения очень сложно. Но мы стараемся идти навстречу, но, конечно, это все наши вызовы со стороны родителей, мы не можем это прикрыть. Недовольны дистанционным форматом обучения и взрослые. Считают удаленку несовершенной и уверены, что традиционный формат ничего не заменит. Это нехорошо сказывается на их дальнейшем образовании, потому что они на одной вкладке получают информацию, которую нужно освоить, а на другой списывают. Учитель должен всегда присутствовать. Некоторые ученики не понимают программу. Все-таки нужна помощь учителей. Мне кажется, в школе они должны получать больше знаний на уроке, как мы учились в свое время. А потому что Zoom – это разве учеба? Педагоги, тем не менее, не отчаиваются так быстро и надеются на скорое возвращение в привычный режим обучения. Мы проводим работу с классными руководителями, классные руководители с родителями, детьми, чтобы выявить, в какой форме они хотели бы обучиться. Но большинство, конечно, в общей массе, хотели бы обучаться очно. А на скорейшее возвращение традиционного формата остается только надеяться. И, кстати, надеяться на то, что дистанционное обучение никогда не заменит очную работу учителя с классом. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Артем Алексеев, Якутск. Впервые в Якутии на базе офтальмологической больницы провели операцию по кератопластике. Это трансплантация роговицы под фемтолазерным сопровождением. Пациенту пересадили донорскую роговицу, заказанную в Москве. На операции было задействовано новое оборудование, полученное больницей в рамках Года здоровья в Якутии.
Отметим, что медучреждение имеет соответствующую лицензию на оказание специализированной помощи. Главврач Иван Луцкан поблагодарил всех, кто принимал участие в этом историческом событии, и дополнил, что теперь это станет обычным делом в учреждении, и пациентам уже не придется выезжать за пределы родного региона. Ленчане с 1 октября могут остаться без общественного транспорта. Единственный перевозчик отказывается от дальнейшего предоставления услуг. Окупаемость данной деятельности минимальная, автопарк пришел в негодность, а субсидий на перевозку льготной категории населения не предоставляется. Как жители Ленска будут передвигаться по городу с 1 октября? Что на этот счет думают сами ленчане и что предпринимают местные власти? Репортаж Анны Кожевниковой. На улице грязь и слякоть. В такую погоду, как говорится, хозяин собаки на улицу не выгонит. А в Ленске с 1 октября прекратит действовать общественный транспорт. Единственный перевозчик собирается отказаться от предоставления услуг. Проблема с маршрутными автобусами возникла уже давно. Пассажиропоток в Ленске не такой большой, чтобы окупать затраты. А субсидии на перевозку льготных категорий не выплачиваются. С некоторых пор транспортировку школьников осуществляет казенное учреждение муниципального образования Ленский район «Гранит». Подкосила индивидуального предпринимателя и пандемия, когда люди практически перестали пользоваться общественным транспортом в связи с переходом на дистанционную форму учебы и работы. Все-таки тут пандемия маленько дала себе знать. И я думаю, что администрация все-таки не позаботилась о том. Все-таки он с последних сил до последнего тянул. Сколько мог, дал время. Ему пообещали, что дадут, помогут. Так как не помогли. Сейчас не тем озабочена, что одна, тройка, они уже готовы оставить хотя бы одну тройку, чтобы она хотя бы была. Постоянных пассажиров шокировало известие о том, что через 2 дня автобусы ходить не будут. На работу как добираться? Сейчас время еще такое, да, наверное, осень, грязь. Осень, да, и такси стоит, и это недешево. Столько людей, которые ездят на работу каждый день. Я не знаю, как люди будут ездить. Не у всех есть машины. И не у всех есть возможность ездить на такси каждый день. Туда-обратно. Вот у вас сколько такси до работы стоит? Когда как? Около 150 рублей. Это минимальная цена, и то, если ездить только на работу в месяц, выйдет почти 7 тысяч рублей. А у многих маленькие дети, которых нужно возить в детский сад. А из таких отдаленных микрорайонов, как Разведчик, Алроса, Ханайдах, пешком до центра не доберешься. Такси оттуда стоит 220-250 рублей. Городская администрация не раз объявляла конкурс на предоставление услуг по перевозкам и приглашала такие автотранспортные предприятия, как Алмаздортранс и Гранит для участия, но получила отказ. Также представители мэрии отправили письмо в адрес районного совета депутатов с просьбой приобрести 5 автобусов. Другой вариант – передача полномочий администрации муниципального образования Ленский район. На сегодня мы подготовили проект соглашения о передаче полномочий. Постараемся его решить сейчас в кратчайшие сроки, чтобы к 1 октября мы запустили уже автобусы. А мы 1 октября проверим, выйдут ли какие-то автобусы на маршрутные линии для перевозки населения города Ленска. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Нерюнгри состоялось совещание по вопросу реализации региональной программы капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах. На повестке было вынесено 2 вопроса. Это выполнение краткосрочного плана и собираемость взносов на капремонт. Согласно краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта на 2019-2021 годы, на текущий год с учетом незавершенных прошлых лет запланирован капитальный ремонт общего имущества по 443 видам работ в 178 многоквартирных домах на общую сумму 4 миллиарда 140 миллионов рублей. По состоянию на 24 сентября текущего года фондом капремонта заключен договор подряда по 184 видам работ в 84 многоквартирных домах. Сейчас уже не секрет, что отопительный сезон стартовал, что сейчас будем закрывать именно работы, связанные с мокрыми видом работ, что привязку имеет к температурному графику наружного воздуха. То бишь заканчиваем работы по фундаментам, фасадам и по кровлям. А такие конструктивные элементы, как лифты, можно делать круглогодично, потому что в подъездах.
Сократить в школах число контрольных и проверочных работ поручил Рособорнадзору президент Владимир Путин. Проработать вопросы и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний, говорится в списке поручений президента. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат компенсацию за оплату проезда и покупку путевок на отдых и санаторно-курортное лечение. Правительство республики установило порядок и условия предоставления компенсации. Если ранее путевки в основном закупались централизованно, то сейчас появляется возможность компенсировать самостоятельно приобретенные путевки и билеты, говорится в сообщении. Для возмещения затрат необходимо обратиться в Управление соцзащиты населения и труда по месту жительства. В Ленске продолжает работу школа беременных. Открыта она была несколько лет назад на базе женской консультации. Ведет консультации квалифицированный медицинский психолог. Один раз в неделю беременные женщины собираются и обсуждают различные темы, актуальные в их положении, и прослушивают лекции специалиста. Школу беременных на данный момент посещают 10 человек. Это лишь малая часть всех беременных, стоящих на учете в женской консультации. На сегодняшний день мамами в районе готовится стать 177 женщин. Очень много тем у нас направлено на то, как правильно подготовиться к родовому процессу. Мы затрагиваем такие темы, как сотрудничество самих рожениц с медперсоналом, с врачами, с другим персоналом, потому что все-таки я считаю, что это двухсторонний процесс, да, правильное сотрудничество и медицинского персонала, и самих пациентов – это залог успешных родов. В республике начинает работу школа волонтерского наследия. Обучение волонтеров проходит в рамках национального проекта «Культура». Задача обучающих курсов – вовлечение активных граждан в волонтерскую деятельность по сохранению памятников истории и культуры, а также обучение добровольцев теоретическим и практическим профессиональным навыкам в сфере сохранения культурного наследия. Первый курс стартует 8 октября, его смогут пройти 75 добровольцев. Обучение будут проводить профессиональные реставраторы и архитекторы. Желающим пройти обучение необходимо заполнить анкету на сайте добро.ру. В пятницу мы проводим практическую часть, чтобы они знали основы, где могут работать, как могут работать волонтеры именно в процессе реставрации. Потому что есть участки работ, где работают только могут работать лицензированные реставраторы, да? А где-то могут и подтягиваться волонтеры. Вот, а на следующий день, в субботу, да, будут проходить уже работы в мастерских. В Якутске продолжается благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации проекта под названием «Мой двор». При поддержке главы республики Айсена Николаева на 15 объектах были проведены работы по укладке асфальтового покрытия и тротуара, установке ограждения, а также возведению современных детских площадок. На сегодняшний день сданы 6 дворовых территорий, на остальных 9 участках работы завершены на 90%. Эти дворы будут готовы в следующем месяце согласно графику. Сегодня в городе работает управление архитектуры совместно с Лето Якутии, Центр компетенции городской комфортной среды. Они свои пожелания, у них все есть, работаем в основном с ними. Управляющие компании и территориальные органы управления оказали непосильную помощь. Получается, работы, которые не были предусмотрены контрактом, допустим, обновление фасада, обновление подъездов, ограждения, они приходили, сами покрасили. К 2025 году в Якутии намерены увеличить туристический поток в 12 раз. В республике есть что посмотреть, уверены власти. Есть интересные маршруты и туры, каменный лес из скал на реке Ления, самое холодное обитаемое место на планете, музей мамонта, вечной мерзлоты, сокровищница с бриллиантами. Это все в Якутии. Сюжет из Мирного. Ольга Иванова – любитель-путешественник. Одна из немногих, кто начал утолять жажду путешествий, начиная с родной республики. Недавно впервые побывала в Верхоянских хребтах. Там девушку покорили ледники 2-метровой высоты, красивые водопады, незамерзающий ручей Шаман и высокие горы. А еще запомнилась живописная природа и контрасты различных видов редких растений.
Отдых на природе – это прекрасный источник энергии для тела и души, вдалеке от цивилизации, наедине с природой. И побывав один раз в таких местах, вы будете снова и снова возвращаться за новой порцией энергии, вдохновения и позитивных эмоций. Ольга путешествует с 2017 года. Уже побывала в популярных туристических местах Якутии. Ледник Вулус, водопады Кюрюлюр, Ленские столбы, горы Сунтар-Хаята, песчаные дюны Тукуланы. Девушка впервые ощутила свободу, хотела съехать до бесконечности. Сейчас она опытный гид-проводник. В будущем хочет организовать пешие походы по Мирнинскому району. Уверена, и здесь найдутся красивые места. Мы попробовали составить свой топ-рейтинг. Первое место – Кимберлитова трубка «Мир». Второе место – парк «Живые алмазы Якутии». Третье – озеро Чоналыр. На четвертом месте – река Ахтаранда. Пятое место – река Улахан-Батобуя. Места интересные, и главное, не надо ехать очень далеко. Достаточно найти транспорт, взять ветровку и резиновые сапоги. Все любят путешествовать мирнинцы, мы спросили на улицах города. Каждая по-своему прекрасно. Очень люблю Питер. Красивый город Волгоград, Белгород. На Черном море, на Азовском море, на Байкале был. В Турции, по Европе все объездила. В Вьетнаме была, Владивосток, Отидо. Было дело в Корею, в Казахстан, в Польшу, в Чехию. Сейчас власти Якутии поставили цель – увеличить турпоток в 12 раз. К 2025 году здесь ждут до 250 человек в год. Карина Лопатина, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». В Доме дружбы народов в Якутске прошла презентация второй части книги под названием «Дневник мигранта». В этот раз автор Улжан Дуалитбекова расскажет читателям о межнациональных отношениях. Напомним, первая часть вышла в прошлом году и описала истории женщин-мигрантов из Кыргызстана, их проблемы и судьбы. Продолжит тему Саргалана Неустрой. В Якутию Улжан приехала в 2014 году. Работала где придется и, как признается девушка, быстро упала с небес на землю. На родине Улжан грезила о славе и богатстве, однако сейчас понимает, это все не важно. За время своего пребывания здесь писательница выслушала и стала свидетелем множества историй о своих соотечественниках и решила изложить это в книге. Над первой частью дневника Улжан работала 1,5 года. После выхода издания в свет уверенности в девушке прибавилось. Когда вышла первая книга, на меня посыпались много отзывов, люди разделились на 2 лагеря. И это вот именно негативные отзывы на меня повлияли для того, чтобы я выпустила вторую книжку. Я захотела показать темные стороны миграции, также и светлые стороны миграции. Решила, кто, если не я. И чтобы прекратить все эти трагедии, надо говорить, надо выводить. Неоднозначно книгу приняли и земляки Улжан, однако многие ее поддержали. Здесь нет правды или неправды, черного или белого. Это жизнь, рассказывает Нурдин Матанов. Местная публика, она же неоднозначно восприняла. Значит, эта проблема есть такая, и, соответственно, ее надо освещать. Я положительно воспринял, потому что все мы здесь живем, общаемся, мы это знаем, и, соответственно, понимание есть. Между тем, несмотря на небольшой тираж, первая книга действительно пользуется популярностью. Так, например, по словам сотрудников библиотеки «Созвездие», где и проходила презентация первой части, дневник не сходит с рук. У нас есть эта книга. И очень многие просят, приходят. Она в основном всегда на руках. Многие читают. И, подумаю, что вторая книга тоже так же заинтересует наших читателей. Презентация новой части дневника мигранта, несмотря на пройденный путь и накопленный опыт, не обошлась для улжан без волнения. В свой труд девушка вложила самое сокровенное, часто сталкивалась с творческим кризисом. Вторая часть дневника стала практически исповедью девушки. Я до сих пор мигрант. И я не скрываю или не стесняюсь. Действительно, а кому легко-то?
Да и, наверное, самим жителям тоже сложно. Вот я сейчас сегодня провожу презентацию, завтра выхожу на работу. Так судьба, казалось бы, одного народа затронула сердца многих. Ведь в своих рассказах Улжан не только обозначила проблемы жизни мигрантов в России, но и женщин в целом. Вторая часть дневника мигранта расскажет о праве выбора, праве самовыражения и праве женщины. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. В завершение о погоде. Теплая зима ожидается на территории республики. По прогнозам синоптиков, за 6 месяцев холодного полугодия на северо-уральского, сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений. Вывод был сделан на основе анализа климатических данных и прогностических разработок НИУ, Росгидромета. Точность этих прогнозов 69%. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале, будьте всегда в курсе.